Цифру, которую они потратили, даже выговаривать сложно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как строительство зданий парламента и правительства в Душанбе завершится в 2023 году и с какими нюансами. Конечно же, наши бедные депутаты были в таких ужасающих условиях, да? Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. В Пакистане построят новое здание парламента и правительства республики. Сегодня сложили камень-фундамент. В торжественной церемонии приняли участие президент Эмомали Рахмон и премьер Госсовета Китая Ли Кэцяно. Строительство новых зданий парламента и правительства Душанбе продолжится и будет завершено в октябре 2023 года, заявил 4 февраля на пресс-конференции глава Комитета по архитектуре и строительству республики Махмад Саид Зувайзода. Зувайзода отметил, что строительство вышеназванных объектов продолжается согласно графику. Строительство парламентского и правительственного комплексов будут реализованы на основе таджикско-китайского сотрудничества при финансовой поддержке КНР в размере 1,5 миллиарда юаней. Это порядка 220 миллионов долларов. По данным ведомства, новое здание парламента расположено по столичному проспекту Рудаки. Высота основного здания составит почти 50 метров, а с учетом купола высота достигнет 70 метров. Общая площадь парламентского комплекса займет почти 43 тысячи квадратных метров. Скажите, пожалуйста, зачем им такое помпезное и огромное здание? Какие свои комплексы они пытаются ним прикрыть? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Непонятно нам до сих пор. Здание правительства Таджикистана расположено в центре Душанбе на территории проспектов Рудаки и Исмаили Самани на площади 10,27 гектар. Здесь будут построены 15-этажное здание правительства и 2 13-этажных здания для подведомственных правительству управлений. Фундаменты будущего парламентского комплекса и здания правительства были заложены в октябре 2018 года президентом Эмомали Рахмоном и премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном. Как вы относитесь к такой ситуации? Таджики некоторые живут в ужасающих условиях, таких, что врагу не пожелаешь. А наш парламент строит себе новое здание. Конечно же, старое было таким ужасным. Как они, бедные, там выживали? Как вы относитесь к такой любви к роскоши у нашего правительства? Ведь она действительно не оправдана. Ведь эти деньги можно было потратить на какие-то нормальные нужды. Вы согласны? Как вы, в принципе, относитесь к такой политике наших властей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.